Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Как обычно, как вы видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и у нас сегодня в гостях старший тренер детского футбольного клуба «Динамо» Макс Шибаев. Максим, приветствую! Здравствуйте, Петр. Наконец-то, как говорится, человек идейный по духу, по футболу и все прочее у нас в гостях. Макс, спасибо, что ты нашел время и решил принять участие в нашей передаче. И так как у нас кулинарный концепт, мы его называем кулинарное ток-шоу. Чем ты к нам сегодня пожаловал? Чем будешь готовить? Ну, Петр, мы должны говорить честно, Так, правильно? Передача у вас честная. Поэтому из меня, конечно, повар и кулинар, там, кондитер никудышный, но некоторые блюда я приготовить могу. Скорее всего, просто очень скромный. Не мне судить, Так. не мне судить Ага. в этом направлении. Поэтому я приготовлю то, что очень сильно любит моя семья. Это салат, который, наверное, у всех на Новый год он на столе есть. Я говорю про оливье. Про оливье. Да, я говорю про оливье. И, может быть, конечно, еще и не очень близко к нам Новый год, но все-таки мы его уже немножечко дыхание начинаем Конечно, это чувствовать. уже скоро, да. Я тут должен сделать небольшую ремарку, так как я всю жизнь за футбол топлю, да, в какое-то время я сам играл, ты, знаю, играл, мы где-то там пересекались, да. Я университет, да. ты, по-моему, да, коммунальщик бегал, Ирбис, да. Вот. Оливье, я сейчас болею за Милан 87 года, там у нас есть игрок Оливье Жиру, да, наверняка ты ее знаешь, да. Ну вот, видишь, такая ремарочка получается. Практически футбольный, для меня он практически футбольный салат. Да, я знаю, что салат, ну, в принципе, готовится довольно быстро. Это же нарезать, смешать. Ну да, что-то отварить, допустим, Что-то отварить, если да? говорим о картошке с яйцами, а остальное, в принципе, Ну, да. с другой стороны, смотри, есть Но у всех рецепты разные. Рецепты Кто-то разные, да. Я вот добавляет- как раз хотел именно это сказать, потому что, ну, оливье, ну, он как бы вроде как считается, что мясной салат, да, но какими исключая, дополняя какими-то другими своими вариациями. Да. Правильно? Да, конечно. Историю знаешь этого салата вообще? Нет, историю точно Где? вам... Где изобрели, что да, Нет, как, нет, да. Но нет, почему нет. именно на Новый год, почему тогда делают все оливье? Нет, это я Тоже вам же, точно да? не скажу. Это, скорее всего, в Советском Союзе зародилось, но именно из-за того, что те продукты, из тех делается продуктов, которые практически всегда есть. Ну, возможно. Возможно, да. Ну и это какая-то как ассоциация «Ирония судьбы». Фильм смотреть, и обязательно салат Жиревью. А Жиревью, говорю, оливье, да. Наверное, у меня это как бы с детства, я помню, как нам это готовила мама, и очень вкусно. И эти ингредиенты я сохранил, и получилось так, что очень сильно его любят. Ну, нравится. Да. Нравится. Не, ну, он действительно очень вкусный. Детям он не нравится, они его обожают. Папа Оливье, еще, и мама порой обижается у нас, что на Новый год дети в основном... Только оливье наворачивают. Да. Вроде как есть и другое. Вроде что-то есть и другое. Нет, ну действительно же хочется на Новый год порадовать семью, что-то другое, да. А давайте в этот год. Что, каждый год одно и то же. Конечно, Хочется, конечно, да. Но без конечно. оливье, мне кажется, Ну, традиционно не обходится ни один стол. Да. Ну давай потихоньку начинать. И да, Давайте Макс, расскажи, пожалуйста, немножко Я о себе. приступлю с чистки яиц тогда. Ага. Да. Начну. Почистить яйца, да? Да, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как вообще мы эту рубрику называем? Как ты дошел до жизни такой? Как я дошел до жизни Да. такой? До такой жизни, что стал старшим тренером детского футбольного клуба. Да, детского футбольного клуба, да. «Динамо», да? То есть, Где-то- как пришел я в детский футбол, да? Больше так, Ну, наверное. я помню, ты с братом всю дорогу в футбол играли, Виталий. Мы играли с самого детства всю дорогу в футбол. Время было, я, наверное, ну, как бы так сказать, что нам очень повезло, я считаю, Петр, в том плане, что в наше время, когда мы росли детьми, у нас не было ни компьютеров, ни гаджетов, ни всего вот этого остального. И поэтому мы все свободное время проводили, дворе. Да, мы проводили на улице. И сейчас порой детишкам рассказываешь, что нас не смущали там ни морозы,
Да. Бегать по трубам, гаражам, ни, во дворе. ни дожди, ни что-то какая-то там, еще какие-то такие погодные условия. Мы целыми сутками практически находились на улице и постоянно, конечно, гоняли мяч. Да. Постоянно. Это наше было любимое занятие. Вот. Все мальчишки мы собирались во дворе, выходили, играли. Помимо этого, конечно, мы развивались всесторонне. То есть у нас были и другие игры. Там и пекари, и на велосипедах, и ну чего только не было. В общем, Ну да, все, да. все, все. Как вы правильно тоже говорите, и гаражи. Да и по трубам бегать, да. Да, и по гаражам, и по трубам, по всему, по всему, по всему. Вот, поэтому как-то с самого детства я не мыслил себя без футбола, и были моменты, что даже в школе у меня учителя, опять-таки другое время было, да, вот учителя на что-то закрывали глаза, и, допустим, если нет Шибаева на уроке, то его можно найти на футбольном поле рядом со там, школой. наверное, тренируют штрафные. Ну, да, да, меня можно было найти там. И я безумно благодарен нашим учителям, которые настоящие педагоги, они как-то поняли мою эту увлеченность и сразу решили, что ну, я как-то буду связан Со спортом, с всю футболом. жизнь, да, с футболом и со спортом. И поэтому где-то, честно говоря, на мои там познания в английском языке, там, в химии и где-то еще там, в чем-то, они закрывали глаза и шли мне навстречу, ставили оценки. Ну, то есть они меня, как говорится... Поддерживали. Да, они меня Где-то, может, даже вытягивали. они, да, да, да. Так. Вот именно это очень важно, я считаю. Они поддерживали меня и вытягивали, помогая немножко справляться. Ну и где-то, конечно, даже порой оставались со мной, чуть-чуть меня подтаскивали тоже в плане тех или иных предметов. Ну да, тогда и ГОГ не было, экзамены же были, Да, да, что-то было надо. проще. Было проще, Может быть, конечно. проще, да, немножечко. да. Что было с тобой, как говорится? Что Играл бы- всю дорогу в футбол, в основном. Да, да, играл всю дорогу в футбол, учился, конечно, параллельно, параллельно учился, да. Дальше меня... По крайней мере, это правда. Ну, это честно, Так. мы же договорились с вами Да, да, да. говорить правду. В 15 лет меня Анатолий Михайлович Самков очень сильно приглашал. У нас в то время 92-й год, получается, была команда «Динамо Якутск» по большому футболу мастеров. И Анатолий Михайлович меня приглашал в команду мастеров. Это вот первый мой, наверное, был шанс как-то показать, заявить о себе. Команда мастеров «Взрослый футбол», мы говорим, она участвовала у нас во второй лиге по большому футболу. А Если ты, вы помните, Петр, 92-й год, ты восьмиклассник, 9 класс, да? 15 лет. 15 лет, да. 15 Мальчишка. лет. Мальчишка, да. Ага. Мальчишка. Вот. И вы помните, у нас стадион был «Спартак». «Спартак», да, конечно, да. И там песочное поле, немножечко с камушками еще Да, даже. да, Вот да, да. полные трибуны же собирались на футбольных Да. матчах. Это невероятно было видеть, наблюдать. Мы мальчишки, для нас эта команда была, они были для нас кумиры. Мы бежали на этот матч, мы ждали, когда наш «Динамо Якутск» там будет встречаться будет с играть. Новосибирском и так далее, еще с Да. кем-то, да. Мы знали наших всех звезд, Мисюченко, Харасахау, ну, наши футболисты, которые, вот. Наверное, мне в тот момент никто не подсказал, как правильно надо было принять решение. Вот, и я отказал Анатолию Михайловичу. Я продолжал дальше играть ну, в юношеской своей команде. Вот, упустил я, возможно, этот шанс. Попадя я в команду мастеров, наверное, моя судьба могла бы связаться, Да, уже сложиться дальше по-другому. да. Да. Куда-то на смотрины попасть. Ну, а Да. чем, как говорится, чем черт не шутит? Да, и я продолжал играть в юношеской команде, и потом мой первый тренер Алексей Списивцев, он в то время уже играл в команде «Университет». Да. Команда «Университет» у нас начала Списик, заявляться, да, конечно, да. заявляться в чемпионат России под руководством нашего Ганя, Робби, выдающего- Колесников, Санька. Да, я с мы- ними играл, да. и я с ними играл. Да, и вот, я да. вот пришел в эту команду как раз. Гушев, Ганя, Серега. Да, 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 да. Вот мы с ними, я стал заниматься, в общем, с ребятами вот постарше уже, которыми пришел в команду «Университет». Вот это был уже, получается, 16 лет. Я стал с ними тренироваться и первый раз поехал на выезд на чемпионат России по мини-футболу. Команда у нас выступала, «Университет» тогда. Университет, да. Да, Федоров
Анатолий Николаевич. Анатолий Николаевич, наш покойный. мэтр, да. Конечно. И он очень заботливо меня принял, опекал, и я стал выезжать на соревнования с этой командой по мини-футболу. Вот. 97 год, декабрь, где на меня сразу обратили внимание руководство и тренер тогда Константин Северянович. У нас уже здесь образовалась якутская команда мастеров по мини-футболу «Заря». Вот, и они сразу обратили на меня внимание, приехали ко мне домой. Помню, даже прямо вместе с президентом клуба Гамельштатом Александром Сергеевичем. Да. И пригласили меня в свой клуб. Вот. И я начал выступать за команду «Заря». Вот это был у нас 98 год. 98 год я начал выезжать, играть в чемпионате России по мини-футболу. Вот. Дальше отыграл я около 2 лет в «Заре». Мне поступило предложение с команды «Концентрат». Это тоже был у нас профессиональный клуб, город Нерюнгри. Да. Команда у нас там базировалась. Чемпионат России по футзалу. Футзал, да. Он немножко другой. Да. Он более жестче, подкаты были разрешены. Да, в отличие от мини-футбола он был более контакты. Совершенно верно, Петр. Там вот мяча вводится руками из-за боковой линии. В 6-метровой вратарской площади забивать нельзя было голы. Да. И мяч был еще немножечко меньше и тяжелее. Петр, прекрасно вы осведомлены. Я же играл. Да. И, между прочим, «Алмаз» и «Концентрат» играли по футзалу и были чуть ли не там в топовых командах. Да, мы на ведущих ролях, и принципиальные матчи между нашими командами были Нерюнгри и «Алмаз». Алмазов, да. Но мы прекрасно со всеми ребятами, конечно, дружили, общались. Да, мы же земляки. Вот. Ну и в целом, это же спорт, а спорт должен прежде всего нести главную задачу сближать, конечно. Да, дружба, все прочее, братство уже. Да. Поэтому на поле мы, конечно, были соперниками, а вне поля мы были друзьями. Вот. И именно там, в концентрате меня стали посещать мысли. Там были детские клубы, детский клуб, естественно. Ну, то есть подготавливали, у них очень хорошо поставлено было. Конечно. Но и в «Алмазе», и в «Концентрате» тоже. Конечно. И за базой следили, и за подрастающим поколением, чтобы себе смену воспитывать. Да, детско-юношеский футбол был. И тем более видя, что там растут реальные чемпионы, мальчишки, конечно, говорили, мы хотим такими же стать. Да, это большая мотивация, большой поток был мальчишек. Они приходили на наши матчи, они знали нас всех по именам, они просили автографы, это было безумно приятно, конечно. Мальчишки подходили, и я тогда начал понимать, что мне это очень интересно. Я стал наблюдать, не то, что стал наблюдать, я видел, как ребята тренируют детей, да? Работают как? Да, работают. Но, кстати, в детстве, когда еще был ребенком, я тоже был инициативный в плане футбола. Всегда мальчишек в ограде собирал своих друзей. Ребята, футбол. Давайте сегодня в 5 не опаздывайте. Да, кто-то говорил о том. Не забывай тот раз, как бутсы. Примерно так и было. Так и было, да. Кто мяч приносит в этот раз? Да. Вот. Тогда, то есть, определенные задатки организационные уже стали проявляться. И мы собирались с мальчишками играть в футбол, то есть организовывал я эти мероприятия. Вот. Первый вообще опыт, но он, конечно, совсем еще, я тоже был ребенок, я в 16 лет поехал, меня мама отправила в Магадан, в пионерский лагерь. Пионерский лагерь, Магадан, и там была замечательная традиция, если вы помните, раньше в СССР, как проводились соревнования между детскими лагерями. Вот. И мы выступали там между детскими лагерями, то в гости к одному лагерю мы едем, они к нам приезжали. Замечательно. Это, кстати, было и в Якутске тоже. Да, всегда. Да, всегда это было. По разным видам спорта, обязательно дружеский матч. Да. И вот в Магадане меня наш преподаватель физкультуры попросил заняться
подготовкой команды. Ага. Подготовкой команды. Мне самому было тогда 16 лет. Вот можно сказать, это был первый опыт тренерской работы моей. Да? Вот, в 16 лет я с мальчишками поработал в лагере. Мы, кстати, выиграли тогда в Магадане все свои соревнования между Ты понял, что у тебя что-то получается? детскими. А что, это действительно же Мне так? было это очень интересно и близко. Ага. Вот. И когда мы сейчас возвращаемся к концентрату, когда сейчас мы приступаем дальше. Картошка. Да, Да, мы всё, справились с все яйцами. начистили, Нормально, да, у нас время справились. позволяет. Да, сейчас мы приступаем к картошке. Вареный. И когда к вареной картошечке, да, нарезаем ее мелкими кусочками. Я стараюсь все это делать, чтобы не были большие, слишком неудобно. Вот. И в концентрате я понял, что мне это тоже очень-очень близко, меня это тянет. И такая была ситуация, что ребята-тренера как-то по какой-то причине не могли порой присутствовать на занятиях. Они просили: ребят, подмените, проведите тренировку. Проведи тренировку. Да, да. И, наверное, с этого момента я и понял, что к детишкам Ну, очень... неплохо бы связать с этим свое будущее. Такие мысли, наверное. Мне это очень понравилось. Ага. Мне это очень понравилось, и я начал работать, и где-то порой я стал проявлять инициативу в плане того, что, может, я сегодня проведу Даже так? тренировку, даже так, да. А у меня время позволяло, но у нас в концентрате тренировка одна утром, вторая вечером, а остальное время свободен, и я, в принципе, в обед мог проводить занятия какие-то, вот. И, наверное, можно сказать, от этого, Петр, у меня все и дальше началось. Начал набираться опыта, тем более это нравилось. Да. А да. говорят же, человек счастлив, когда он занимается любимым делом. Да. Да. Я, А если это еще и деньги платит, то вообще красота. Да, я, конечно, счастливый человек. Здорово, И мы здорово. об этом, да, тоже говорим, что у меня есть возможность действительно заниматься любимым делом. Вот. Дальше я уехал на Сахалин играть в большой футбол. Большой футбол. Меня пригласили. Нет, я вернулся с концентрата. Команда просуществовала еще совсем немножечко. И вот, если помните, там потом пришла большая компания наша российская, Мечел. И Якутуголь потихонечку Ну все да. это дело они забрали. И команда прекратила свое существование. Вот. И я вернулся в Якутск. И меня Анатолий Михайлович Самков, опять он здесь рядом со мной был, говорит: Максим, нам нужны тренера в Дюша-4. Она только у нас, по-моему, вот буквально недавно открылась, которая на Короленко, да? Дюшка, да. Да, Дюшка наша. Туда уже сын ходил мой. Вот, Зарю. вот. И Анатолий Михайлович меня пригласил работать Тренером. в Дюша-4 тренером, да. Вот, и когда я уже официально приступил, это был у нас 2000, по-моему, 3-й год, если мне память не изменяет, да. Во время работы с детьми я уезжал на Сахалин. Там очень хорошо тоже себя как игрок показал, и президент клуба Алексей Иванович никак меня не хотел отпускать. Говорит: Максим, ты будешь оставаться жить теперь на Сахалине. Вот, очень ему понравилось, как я играл. И получилось так, что я получил двойной перелом, травму. Вот, и вернулся в Якутск. И здесь уже, можно сказать, и осел. В общем, осел в Якутск, вернулся. Меня, получается, с Дюша-4 отпустили, поехать на Сахалин играть, да? Но когда я вернулся, они меня обратно на работу... взяли. Ну, да, слава богу. Да, обратно на работу приняли. Ну, потому что в то время руководство отнеслось к пониманию, можно сказать, что тебе же нужно, может быть, еще и карьера, вдруг что, да, выстрелить еще дальше. Ну, возможно, Да. возможно. Почему нет? Да, потому что тренером ты, как говорится, ты уже молодой, можешь еще успеется. А игроком-то, все равно век спортсмена, он же короток. Да. Да, пока молодой, надо Да, действительно конечно, надо успевать. стараться, да, пользоваться своими шансами, которые дает судьба. Вот. И я вернулся в Якутск, и уже здесь мы начали работать в Дюша-4 детским тренером. Вот. Стали выезжать на первые соревнования с детишками. Параллельно я, конечно, играл сам здесь уже на чемпионатах республики. Любительской лиги. Да. Я понял, что, наверное, уже свои возможности
То ли к сожалению, то ли к счастью. Сейчас, Петр, уже не скажешь. Жалеть о прошлом, ну, не стоит. Не Ну стоит. Надо идти вперед. Так сложилось, так сложилось. Вот. Если не ошибаюсь, по-моему, играл за коммунальщик. Я играл за коммунальщик, я играл за Ирбис. Ирбис 99. Да, Ирбис 99. Я был тренером Ирбис, взрослой команды. Союз Авто потом мы образовали команду. Сейчас она тоже у нас действующая и выступает. Чемпионы республики становились? Не раз, Петр. Не раз, да. Не раз, да. Чемпионы Тогда как, республики. была же гегемония, да, такие большие клубы были, скажем, на уровне Якутска. Заря, Ирбис, коммунальщик, да, а тут Союз Авто, новая команда, становится чемпионом республики. Это же... Да, конечно, мы сразу не стали чемпионами. Да. И у нас мальчишки были, ребята, мало в футбольных кругах, скажем так, известны, но нам удалось собрать очень молодой боеспособный коллектив. И при правильной работе мы через некоторое время по спортивному принципу вышли со второй в первую лигу, потом в высшую лигу и стали уже... Ее рвать. Да, стали выигрывать высшую лигу по мини-футболу, по большому футболу, чемпионат республики, города, Кубок 9 мая. То есть команду мы, Союз Авто, сделали известной. Также я работал в команде Ирбис 99, тоже главным тренером взрослой команды. То есть мне удалось поработать со всеми от мала до велика, что со взрослыми командами, что с детскими, что с юношескими командами юнош. Итак, а ты как тренер получал специальное образование? Ну, конечно, я как тренер учился в университете нашем, но я его не закончил, мы же говорим честно, правильно, Петр? Да, Вот. Я не закончил его университет, там на то были определенные причины, и как бы у меня получается неполное высшее образование. Неполное высшее образование. Но знаете, что я вам хочу сказать, Петр, ни в коем случае не оправдывая себя, понимаете? Я хочу вам сказать, что сейчас очень много возможностей, да и в то же время было самообразование. Самообразование очень важно. Сейчас очень много проходит семинаров. Для тренеров, да. Для тренеров, да. Очень много дает выездная соревновательная практика, когда ты выезжаешь с тренером и там непосредственно с ними разговариваешь. Да, это может быть просто соревнования, допустим, дальневосточные, всероссийские. Это может быть тренера, коллеги мои с академией. И в итоге, как удивительно, вроде тренер не с полным высшим образованием, но нашему клубу 6 лет недавно исполнилось. 6 лет. Срок небольшой, да? Но дети у нас уже поступают в академии. В академии футбола. Это вот, если мы сейчас вспомним, то у нас Милана Андросова впервые в истории нашей республики, девочка 2006 года. Я ее отвез в 2019 году в Академию Чертанова, и она у меня поступила в Академию, зацепилась, там осталась потом в Москве. Вот. Дальше ее сначала она очень хорошо себя показала, но я думаю, что время какое-то прошло, тренер дал ей шанс, и она, в принципе, им воспользовалась, но девочка, понимаете, где-то стала немножечко скучать. Мама, дом, вот, чуть-чуть снизила к себе требования, и ее отдали в аренду в команду «Сокол». В аренду в команду «Сокол», она продолжила заниматься там. Это московская команда, очень сильная команда. И уже там ее заметил «Локомотив». «Локомотив» ее заметил и пригласил к себе. И в финале чемпионата Москвы они обыграли команду Чертанова. Вот видите, ирония судьбы. Ирония судьбы. Так. Да, Миланка принимала участие в этом матче. Вот видите, как получается. И «Локомотив», конечно, хотел дальше ее оставить и работать, но пришло время, она мне ничего не сказала, зараза. Вот только через месяц я об этом узнал, что пришло время, она после 9 класса ушла и выбрала
не спорт, а направление. Она поступила в колледж милиции. Ага. Поступила в колледж Ну, милиции. жизнь одна, как говорится, на все Да, воля Божья. да, да. Я, конечно, ну, может, она мне постеснялась или побоялась об этом сказать. Но я говорю, Милана, это твоя жизнь, и Да. это твой выбор, Милана. Почему? Невозможно никому, как Ну, говорится, наказать, да? да, мы навязывать же не можем. Да. Я все, что сделал, мог. Ты хотела играть, я для этого постарался, отвез тебя. Вот, ты поступила, ты увидела. Дальше решать тебе, Милана, конечно. Да. С чем Вот. связать? Жизнь одна. Да, как да. говорится. В твоем случае, например, ты тренер, ты счастливый человек, да, а вдруг она бы жалела бы всю жизнь. Ну, Возможно, да, возможно, да. Ну, то есть мы не знаем. Вот. И она, знаете, она пришла на вступительные экзамены вот в этот колледж милиции, да, и получается, что одела футболку Локомотива, и там генерал сразу увидел: о, Локомотив, все, Так. будешь играть, представлять. То есть у них какой-то контакт произошел, Ага. самого там... На какой-то, на одной да, теме съехали. Да, на одной теме, да. Ага. Я всегда говорю, что это очень важно, научиться играть в футбол, играть. Он будет вам в дальнейшей жизни все время Ну помогать. да, тем Вот. более футбол, ну, не будем скрывать, это спорт номер один. Спорт номер До один. сих пор, да. Да. Игра Спорт. миллионов. Игра миллионов, да. Слушай, а вот как началась твоя рабочая карьера, вот новая, да, которой ты сейчас занимаешься в «Динамо»? В Тем «Динамо» более, что ты же говоришь этому футбольному клубу, ну, 6 лет. 6 лет. 6 лет, 6 да. лет. Вы знаете, Петр, мы, ребята, друзья, в то время, 2017 год, ну, у нас, понятно, функционировали наши школы, Дюша-4, Дюша-2. Футбольная. Да, футбольная школа, которая расположена в Дахсуне, да. Вот, и стали появляться первые частные клубы, такие как «Юниор». «Юниор». Мне ребята, мои друзья, говорят: а я, получается, играл во взрослый футбол, потом были трудности с работой, я работал и дворником, и грузчиком работал на почте, да. Вот. И мне ребята говорят: блин, Макс, а что ты не откроешь свою школьную футбольную школу? Так. Да, да. И я немножко... С твоим-то опытом, с твоим умением, с твоим энтузиазмом и азартом. Ну, Чуть ли не так, получается, да. Ага. Они мне прям... Я как-то что-то сконцентрировался на большом футболе, но о детском все равно, конечно, не забывал. И тут мне ребята, друзья, это надо отдать должное. Ребята с футбольного клуба «Фортуны». Я тогда еще играл в «Фортуне» тоже, да? Вот. Во многих клубах я здесь поиграл. И всех приводил к чемпионству. Да. И как игрок, и как тренер. Ну, круто, Вот. это везение. Да. И В том числе, я имею в виду. И получается, вот мне ребята, друзья, подсказали: Максим, открывай школу, Пора. мы знаем, да, что у тебя пойдет. Вот. И я действительно задумался об этом, и мы открыли детскую школу. Это было 28 октября, я помню эту дату, 2017 года. Я провел первую тренировку в нашем... На базе «Динамо». На базе «Динамо», да. На базе «Динамо» я провел, но мы тогда назывались еще «Союз Авто». «Союз Авто», да. Я работал и в «Фортуне», и в «Союз Авто». Продолжал работать. Две команды я совмещал. Именно на этой почве у меня потом получились разногласия с руководством футбольного клуба «Союз Авто». Мне сказали: Максим, надо выбирать. Я говорю: ну, если у меня позволяет возможность тренировать одну команду и другую, они играли в разных лигах, почему же нет? Вот. Но мне сказали о выборе. Ультиматум. Да, ну, можно так сказать. Я предложил руководству «Союз Авто»: давайте, помогите, пожалуйста, мне на начальном этапе с инвентарем. Вот, я открою школу под нашим именем. Вот. Но с инвентарем не помогли, к сожалению, школу я все-таки открыл. Это благодаря Чамову Петру Петровичу. Он тогда был идейный руководитель и капитан команды «Фортуны». И он мне помог на начальном этапе. Мы приобрели инвентарь, и открылась наша школа под названием «Союз Авто», еще детский футбольный клуб «Союз Авто». Вот, потом я проработал, у нас это название было около года, и я думаю, ну, надо же менять название. Вот,
клуб-то не участвует взрослый, да, в этом. Так. Вот. Я пошел, Павлов Дмитрий Васильевич, это первый заместитель председателя общества «Динамо», председатель это Бобровников Сергей Сергеевич. Он приходил на тренировки, сам играл крайнего полузащитника. Вот. И благодаря, конечно, вот этим людям у нас все стало образовываться, организовываться. Дмитрий Васильевич мне предложил, давай, Максим, переименуем под нашим клубом, под нашим брендом. Мы назовем команду «Динамо» и будем работать вместе сообща. Ведь футбол — это командная игра. Да. И помимо того, что командная игра непосредственно с самих игроков, это же это администраторы, там, это врачи, это организаторы. Ну, да? да. И у меня бы одного, Петр, Конечно, мне не хватило. Одно дело просто вечером собираться там с друзьями играть. Да. Другое дело там городских соревнованиях раз в выходные там играть. Да. Это тоже можно, да. Собрался, поиграл, ну, получилось. Нет. А если ты строишь команду мастеров, претендуешь на что-то, на выезды и все прочее, конечно, около футбольных дел собирается великое множество. Да, и мы сейчас говорим о детском футболе. Но тем не менее, всё. Огромную просто благодарность я хочу выразить вот нашим руководителям, Дмитрию Васильевичу, Сергею Сергеевичу, которые организационные вопросы. Все вопросы мы обсуждаем очень тесно. Юридические, хозяйственные вопросы, Всё. административные, Да, конечно. да. Великое То есть множество. Дмитрий Васильевич к нам подходит, какие проблемы, что наши администраторы, наши ребята-инструкторы с общества «Динамо», которые принимают у наших детишек сдачи нормативов ГТО. То есть это все одна команда большая. Наши женщины, которые встречают детишек по утрам в спорткомплексе, помогают переодеться, там, ну, немножко следят за Порядок. мальчишками, да, в раздевалке. Это мы все одна команда и очень дружно работаем сообща, делая общее дело. Итак, ты начал работу в «Динамо», и вот уже 5-й год. Какие успехи? Какие успехи? Мы неоднократные победители городских, республиканских турниров по мини-футболу. Форматы различные. Также участвовали во всероссийских соревнованиях, тоже были победителями, призерами. То есть мальчишки... Уже успехи есть? Да, за 6 лет. За 6 лет мы успели это все поднять наш уровень подготовки. Сейчас вот ребята, которые 2008 год, я их принял, когда мы только школу образовывали, да, и у других команд уже эти мальчишки по 3-4 года занимались. Нам было очень непросто, конечно, оказывать должное сопротивление, да, вот, но и мы очень много не получалось в плане результата. Но для меня, вы знаете, результат стоит второстепенен. Даже? Да. Но нужно же понимать, какими средствами добиваться этого результата. Его можно добиться, особенно если мы говорим о мальчишек младшего возраста, немножко упростив игру. Начинать игру не вводом мяча от ворот защитнику, да? И чтобы мальчишка пробовал за счет взаимодействия со своими партнерами, за счет индивидуальных качеств пытаться приближаться к воротам соперника и завершать атаку, да, то, допустим, это сложно. Это очень сложно, учитывая, что еще мальчишки могут быть не так координированы, не так развито такое качество, как ловкость. Технический блок может, конечно, еще не может, а он не будет в совершенстве в 8-9 лет. Но мы идем к этой игре. Мы ставим понимание игры, красивую игру, Игра в пас, комбинационную когда вот игру. феерично, когда все Но самое смотрят. главное, Петр, знаете, что я хочу сказать вам? Что ребенок должен быть свободен на поле в принятии решений. Это его игра. Мы не должны забирать у детей это, понимаете? Бывает, что тренеры, я не хочу... Ставят в рамки. Да, может быть, да? да. Мы говорим о том, что нам важно добиться результата, чтобы это увидели родители, и значит школа работает, и тренер, который побегает там вдоль бровки Да, его хвалят. на детишек, там, да, значит он работает, да. А на самом деле я вспоминаю своего детского тренера, который нам говорил: мальчишки, выходите, получайте радость, удовольствие от игры. И он ни разу на нас голос не повысил, спесивцев.
Леша. Спесивцев Леша, да. Вот, у него улыбка, и как бы игра не закончилась, всегда была поддержка. И мы пытаемся к этому тоже идти. Мы обязательно говорим об этом, что И самое результат важное. результатом, но человеческое отношение в первую очередь. Ну, Тогда конечно, Да. ну, конечно. Ну, И ребенок... кайф от игры. Да, да, вот сейчас у нас проходит. Так вот, насчет 2008 года, вот, ребята проигрывали. Тут, конечно, знаете, все сложилось. Я очень благодарен родителям нашим 2008 года, потому что они смогли это, они доверили пацанов, и несмотря на неудачные результаты, они видели, как ребята растут в плане игры, да. Сплоченности. А сплоченности, конечно, это тоже большое значение имеет. И сейчас, через неделю, они улетают играть с чемпионами России, Петр. Вот эти мальчишки 2008 года. То есть они вышли на уровень. Мы едем на Кубок Тюменской области, там будет 4 выезда. Вот, и нас посмотрели, о нас узнали, и нам сказали, а там только ведущая академия будет выступать, мини-футбольная. Да. Там с Казахстан команды приезжают. Очень высокий уровень казахстанского футбола сейчас. И вот ребята дошли до того уровня, понимаете? Мы прошли через поражение, мы прошли где-то через неудачи, но мы ставили правильную игру. И давали возможность мальчишкам играть под давлением очень спокойно. Они играли все это время под давлением. И сейчас уже, когда оказывается на них это в игре, они спокойно принимают решения. Благодаря тому, что это было тренировалось на протяжении нескольких лет. Понимаете? А когда можно добиться, я говорю еще раз, повторюсь, что в детском... Давайте горошек высыпем еще, да? Давай. Заканчиваем, мы практически осталась колбаса. Можно добиться, упростить немножко игру. Можно добиться результата. Когда просто вратарь пинает ногой вперед, И на удачу, да. либо рукой просто пинает, кидает мяч вперед, и там что получится? Получится нападающий Побороться, да, скинул, удар, да, гол. удар, гол, да. Да. И вроде все радуются, вроде команда выиграла, но... А потом запереться в зоне и стоять. А что Вот так. мы потом будем иметь на выходе? Ну да. Если так мы будем тренировать наших мальчишек, то на выходе 16-17 лет какими навыками он будет готов владеть и будет ли у него понимание игры. То есть мы уделяем большое внимание вот этому пониманию игры, свободу их принятия решений. Тем более, когда мы говорим о детишках маленького возраста. Вот тот же, допустим, сейчас 14-15 год у нас мальчишки. Я им прямо открыто говорю перед игрой, мне результат не важен. Мне не важен, вы должны сейчас выйти. И показать все, что лучшие Делайте способности. все, что хотите. Я вас немножко буду корректировать, как говорится, по площадке. Ну, они же маленькие еще, а там мяч-то быстро перемещается, Да. поэтому может запутаться в пространстве. Я вас Детский футбол чаще всего вот так бывает. Куда мяч, вот так, вот так. Вот. Так Ну, же? у них уже есть понимание, Да, все равно тем не менее. примерно, да. Зонная игра и все Да, прочее. да. Есть уже немножечко понимания. Я говорю, я вас буду чуть-чуть корректировать, Ага. а остальное все, мальчишки, обыгрывайте, комбинируйте, практически делайте все, что хотите. Вот. Но самое главное, чтобы мне важно, что вы пришли. Для чего вы пришли? Ну, им же нравится. Петр, Кайфовать. ну, им нравится. Ну, конечно. Да. Ну, придите, получите удовольствие, поиграйте и уйдите. Неважно, как закончится результат. Мы говорим об этом. Мне часто, кстати, ставят в упрек это. Что не надо. Это формирование, То есть опять формирование характера. Они должны стремиться к победе. Победа заключается в другом. Формирование навыков правильной игры. Не торопитесь, ждите, терпите. Нельзя прийти сразу к определенному, ну, говорю же, навыкам. Вот победа. Да, победа приятна, да, победа окрыляет. Но важно качество игры. И кайф. И удовольствие. И удовольствие, Самое да, главное. кайф, да. Ведь у нас получается, Петр, что детишки, ну, замкнутый круг. В школе требуют, в садике там тоже, ну, следят, дисциплина, там везде контроль. И вот он хочет поиграть в футбол. А ему говорят, А нет, ему- ты крайний защитник, ты здесь стоишь. И куда ты пошел вперед? Типа, А что ты делаешь? Да, что ты делаешь? Куда ты бьешь? Кто так бьет? Блин, а что ты вообще там, куда ты Да. бедешь обыгрывать? и не дай бог сказать, что ты никуда не годишься. Да, или Это ты, вообще кошмар, и что ты там ошибаешься, ну садись на замену и все. Да, То есть, больше не выйдешь. ну, это то, всё. что это то, что ему нравится, и взять это, забрать, и просто вот так у ребенка, ну,
Так неправильно же. Ну да, неправильно. Поэтому выходите, играйте, наслаждайтесь. И наслаждайтесь, игрой. да. Макс, мне посчастливилось тренироваться в Анатолий Николаевич, да, и я запомнил очень такую фразу, которую я уже чуть ли не применяю и по жизни, потому что он мне так сказал. Он сказал, говорит, Петя, говорит, ты запомни, спорт, любой вид, в том числе и футбол, говорит, это не только радость, эйфория, говорит, и победы, а это еще, говорит, иногда обида и унижение. Чем раньше ты это запомнишь, говорит, тем лучше тебе будет справляться, говорит, с неудачами и с победами. Как ты думаешь, какие самые главные навыки, ну вот что нужно, чтобы быть хорошим тренером? Хорошим тренером. Опять-таки критерии, Петр. Что значит хороший тренер? Это значит результат? Я не согласен. Способы достижения этого результата. Они же могут быть разные. Мы говорили сегодня о них. Да. Вот. Разные подходы, скажем так. Разные способы, подходы этого результата достижения. Если детишки тянутся, если детишкам комфортно, если детишкам радостно, то, наверное, Вот задача выполнена. это, наверное, да, это, наверное, очень, это главное. То есть главное, судьи, это дети у нас получается. Все. Все, Петр, я готово. готов. Ну что, Максим, приятного аппетита. Давай попробуем, что получилось. Тема, Как всегда. как всегда, тема. Ошибиться невозможно. Максим, Снова спасибо за... С Новым годом, чуть было не сказал, да. Спасибо за беседу. Спасибо, что был гостем. Да, и у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру. Пожелания для телезрителей. наших. Уважаемые жители нашей республики, ну, действительно, скоро приближается Новый год, и сегодня у нас такое блюдо было выбрано под стать к этому празднику. Я хочу пожелать вам счастья, добра и мирного неба над головой. Будьте здоровы, уважаемые наши телезрители. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях старший тренер детского футбольного клуба «Динамо» Максим Шибаев. Макс, еще раз спасибо тебе. А я Спасибо Петр вам. Цупандин. На этом Спасибо нашу вам. передачу мы заканчиваем. Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы всегда. Вот. Просто Вкусно. Да, будьте здоровы.